Хайырлы кез, хаумағығыд хөрмәтле тамашасылар. Эфирда Күгәрсен районы тел тапшырдар студия хәберләгән сираттагы сыгарылыш. Ижади төркемесе менән һеҙҙе алып барусы Гөлсия Губайдуллина сәләмләй. Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире очередной выпуск, подготовленный творческой группой районного телевидения Кугарчи. 20 декабря в деревне Верхняя Бекузина шествовали передовых операторов машинного доения. Также были приглашены заведующие ферм, зоотехники, ветеринарные врачи, операторы по уходу за крупнорогатым скотом и телятами, операторы по искусственному осеменению коров, одним словом, лучшие животноводы района. Хотелось бы от души пожелать женщинам всегда оставаться молодыми, несмотря на то, что работа вас немножко, ну не то чтобы горбит, но поджимает. Всегда оставайтесь душой молодыми, красивыми, замечательными, чтобы мужчины вам уделяли внимание побольше и на работе, и дома, всегда любили вас. От всей души поздравляем вас с Днем животновода, с Днем передовиков животноводства. Ваш труд, мы всегда говорим, что он тяжелый, повторяться не хочется. Оставайтесь всегда красивыми, любимыми, мы вас любим. Все больше говорить не буду. Как отметил глава администрации Гайсай Анбаев, бюджет района в основном пополняется за счет сельскохозяйственной отрасли. Потому что легкие работы, конечно, все вы прекрасно знаете, нету легкой работы, но смотря вообще в сельском хозяйстве и вообще в другой отрасли, самое тяжелое это животноводы. Это ранние зари, с 5 часов почти практически встают и идут до поздней ночи, работают. Там хоть град, хоть камни, хоть что, животноводы всегда на работе. Отличившиеся передовики хозяйств района были награждены почетными грамотами и денежными премиями. Украсили мероприятие концертные номера артистов районного дворца культуры. Я спешу поздравить всех, пусть минует вас ненастье и звучит веселый смех. Здоровья, счастья вам и ласки, пусть будет жизнь у вас, как в сказке. С Новым годом вас, с новым счастьем! С Новым годом, с новым счастьем! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Не слышу. До свидания, до новых встреч! До свидания, до новых встреч с Новым годом! Спасибо, Дедушка Мороз и наша прекрасная Снегурочка. 0906. Есть? Вчера в районном дворце культуры провели розыгрыш районной новогодней лотереи, в котором каждый год принимает участие большое количество людей. Главными призами предновогоднего розыгрыша стали бензопила и телевизор. Также в призовом фонде разыгрывались бытовая техника, кухонные принадлежности и различные сувениры. Любители здорового образа жизни, любители волейбола. На прошлой неделе в селе Мраково прошел медовый турнир по спортивным играм волейбол и шахматы. По итогам соревнований в шахматных баталиях первое место занял Закир Култаев из села Мраково. На втором месте Айнур Хаиров, учитель Волосновской школы. На третьей строчке Камил Абдрахимов, житель села Максютова. По волейболу золотая медаль у команды «Здоровье» из села Мраково. Серебро у команды «Молодежное землячество» КСЭЕК город Уфа. Бронза досталась Леумбетовскому сельскому совету. Дорогие гости, уважаемые коллеги и приглашенные. Во-первых, я хочу сказать, что мы очень рады видеть вас у нас в гостях. 22 декабря в Центральной районной библиотеке прошла презентация книг лауреата журналистской премии имени Шагита Худайбердина Талгата Ишумгулова. Он нам известен как автор книги «Бендабике», а вчера Талгат Галиянович порадовал своих читателей еще 2 новинками. Этот год он для меня оказался очень плодотворным, потому что в течение этого года я сумел написать, выпустить
выпустить 2 книги. Одна книга вот называется «Ауриатал». Это историческая повесть, вот, которая была вот написана на основе вот легенды от горы нашей Ауриатал, которая находится у деревни Чаново. Но там история эта очень известная, вот поэтому, значит, желающий, кто может более подробно, значит, узнать всю историю этой горы, прочитать эту книгу Ауриатал. Следующая книга у меня называется, значит, «Вот и пойми эту жизнь». Это вот цикл деревенских рассказов. Это сборник у меня рассказов, вот, которые были напечатаны в нашей вот районной вот газете в 2016 году полностью. В этом году я их в газете были напечатаны 23 вот рассказа. Вот, спасибо газете, вот, то, что они, значит, все-таки находили время для того, чтобы на своих страницах, как говорится, показать вот мое творчество. Ну, жанр деревенские рассказы, где, значит, рассказывается о людских судьбах нашего вот района. И все эти истории, они основаны на вот реальных событиях. Ну, конечно, имена и вот фамилии тут не указаны, вот, но это наша вот районная жизнь. И, как говорится, духовная, личная и, как говорится, вся подноготная людей нашего района. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые гости. Мы рады приветствовать вас на официальном закрытии года российского кино. Близится к завершению год, который был интересным, богатым на разнообразные события, где были и радости, и горести. Как всем известно, 2016 год был объявлен годом кино. 16 декабря состоялось торжественное закрытие года кино. Называлось оно «В гостях у сказки», и приготовили его преподаватели и учащиеся Мраковской детской школы искусств имени Зайнаб Биишевой. Сегодня наша школа искусств имени Зайнаб Биишевой провела свой отчетный концерт за первое полугодие. Мы не отстаем от времени. Раз в России и в Башкортостане объявлен год кино, то мы решили педагогическим коллективом, что за это полугодие у нас концерт будет тоже как путешествие по мультфильмам, по спектаклям, опереттам, кинофильмам, телефильмам. Мы здесь преследовали несколько целей. Во-первых, воспитательная цель. Сейчас мы все прекрасно знаем, что дети у нас пользуются айфонами, компьютерами. Забылись наши старые мультфильмы, старые добрые кинофильмы. Передачи «В гостях у сказки» давно забылась. Поэтому мы и не только детей, но и вот родители хотели вовлечь в воспоминания о детстве, в эти добрые воспоминания о тех теплых вечерах с родителями, когда мы просматривали отечественные сказки, Пушкина, ну, самые любимые и так далее. Во-вторых, дети сейчас в основном любят и слушают эстраду, забыли о таких композиторах, как Шаинский, Чичков, Дунаевский, поэтому вот в репертуаре у нас были такие произведения вот как раз этих композиторов. И вот как впоследствии, после окончания концерта, подходили родители, высказывали свои чувства восхищения, вдохновения на то, что их ребенок учится и будет учиться дальше. Вот я считаю, что концерт у нас удался, и мероприятие, те цели, которые мы поставили, мы оправдали. Поэтому я мероприятием довольна. Всему педагогическому коллективу школы искусств спасибо, всем творческим нашим детям, всему контингенту наших учащихся большое-большое спасибо. Всех поздравляю с окончанием года кино и поздравляю с наступающим Новым годом. Вместе с ребятами мы заглянули вглубь известных, дорогих сердцу отечественных кино и мультфильмов, прикоснувшись к именам тех замечательных композиторов, которые явились авторами музыки к этим фильмам, и еще раз убедились, что без музыки кино не быть. Ровно
Ровно 85 лет назад, 19 октября 1931 года, вышел первый номер районной газеты. Этот день стал точкой отсчета в развитии местной периодической печати нашего района. От первого номера «Удар-С» до современного облика газета вместе со многими поколениями кугарчинцев прошла непростой путь. На днях Кугарчинский информационный центр, а именно редакция районных газет «Кугарчинские вести» и «Мурадым» отметили свой 85-летний юбилей. Проходило это мероприятие в районном дворце культуры. В фойе Дворца культуры расположилась выставка, приуроченная юбилею. Здесь гости торжества могли окунуться в историю развития районной печати. Праздничный концерт, посвященный юбилею, переплетался радостными моментами. Все, кто связан с жизнью районных газет, были награждены за свои труды, а сама редакция получила от вышестоящего руководства в подарок автомобиль. Вы знаете, да, в день юбилея обычно дарят подарки. Газете, конечно, повезло, что вот в конце года у нас появились определенные ресурсы, и мы вот газете дарим новый автомобиль, чтобы редакция могла проникнуть в самые отдаленные районы, самые отдаленные населенные пункты вашего района, встретиться со своими читателями, взять у них интервью. Так что вам удачи. Это вот вам случай. Уважаемая Венера Медхатовна, от имени коллективов наших районных газет выражаю большую благодарность за такой самый лучший подарок, самый желанный, потому что оперативность теперь наша увеличится в несколько раз благодаря новому автомобилю. Мы будем выезжать во все отдаленные точки не только района, но и республики. Спасибо. В огромном количестве средств массовой информации, в многообразии изданий с особым трепетом и любовью кугарчинцы выделяют свою районную газету. Ведь она не ищет секундной славы, не гоняется за сенсациями, а рассказывает о жизни обычных людей, живущих на родной земле. На протяжении всего времени коллектив редакции газеты уверенно и достойно справляется с главным предназначением печатного слова – осуществление права граждан на получение достоверной информации. В редакции собралась команда талантливых профессионалов, которые живо и доходчиво поднимают на страницах газеты актуальные вопросы жизни кугарчинцев. Хурматлы Гайса Гермидинова, хурматлы Венера Медхатовна, кадрлы ветерандар, штаттан тыш хабарсылар. Сегодня общественно-политические газеты нашего района Кугарчинские вести и Мурадым собрали в этом зале самых дорогих друзей на свой 85-летний юбилей. На протяжении этого времени ни одно поколение местных журналистов, опираясь на помощь сельских корреспондентов, пишет на страницах районных газет летопись жизни своих земляков. Неразрывно отражая историю района, жизнь кугарчинцев, газета показывала самоотверженный труд земляков в годы первых пятилеток, героизм народа в годы Великой Отечественной войны. Но главное достояние любого трудового коллектива – это его люди. Мы с уважением относимся к нашим ветеранам, которые в разное время перешагнули пенсионный возраст и сейчас находятся на заслуженном отдыхе. Это Валим Баймуратов, Равиль Исхаков, Фаузия Каримова, Марьям Исанбакова, Танзиля Салихова, Закия Назаргулова, Сакида Ахмерова, Фарида Мамбетова, Рима Суракова, Роберт Супангулов, Мария Коротова, Гульниса Тагирова, Флюра Ейбаева, Фануза Магадеева, Нурия Ибрагимова, Разиля Салиева, Файруза Тазитинова, которым желаем крепкого здоровья и долгих лет благополучной жизни. Добрыми словами хочется сегодня отметить и тех, жизнь которых прошла в газетном и печатном деле. От 20 до 40 лет добросовестно трудились на своих участках в самые трудные годы нашей истории Миникали Мухамадеев, Александр Пономарев, Иван Секретарев, Дмитрий Печкорин, Станислав Лысов, Фарзана Валитова, Владимир Мартемьянов, Зинаида Живодерова, Хамза Аллагужин и другие. Жизнь не стоит на месте. И сегодня, продолжая добрые традиции, каждый из творческих и технических работников вкладывает частичку себя в производство районки. И не было бы этой слаженной работы без демократически настроенного по отношению друг к другу и творчески вдохновленного коллектива, преследующего одну цель – сделать газету удобочитаемой, информационно насыщенной и интересной. Для этого у нас есть все условия. Внедряются новые современные технологии, укрепляется материальная база,
Полностью обновлен сегодня автомобильный парк, приобретены новые компьютеры, меняются к лучшему условия труда, что способствует оперативности публикаций, улучшению содержания и полиграфического оформления газет. Газета «Кугарчинские вести» выходит с 28 марта 2007 года. С 1 января 2009 года вышла башкирская газета, из дубляжной стала самостоятельной и получила название «Мурадын». Она с каждым годом завоевывает все большую популярность среди читателей, которая нашла свое лицо, стала востребованной и близкой по духу жителям района. Издание еще одной самостоятельной газеты позволило нашим читателям получать информации в 2 раза больше. Сегодня трудно переоценить влияние печатного слова на процессы, происходящие в обществе. Для того, чтобы читатели своевременно получали актуальную, интересную информацию, наши корреспонденты в любой день, в любую погоду находятся там, где происходят те или иные события. О каждом из сотрудников можно сказать много хороших слов. Большинство из них с огромным опытом работы. Есть и молодежь с креативным новым взглядом на мир и события. Мы считаем, что именно в условиях сотрудничества, опыта и молодости и приходит успех. Сегодня наш коллектив – это перспективная команда, сложившаяся из творческих, постоянно развивающихся, нестандартно мыслящих людей. Мы гордимся теми, кто сегодня в строю, верно служит родным газетам, продолжая ее лучшие традиции. Среди них журналисты Анатолий Казаков, Гульдар Абдуллина, Рустам Саидбаталов, Нелли Кушнирова, Анастасия Васильева, Рустам Саидгалеев, Гульнас Саидбаталова, Азамат Гадальшин, Розали Искужина, Айгуль Арсланбекова, Гульшат Саидбаталова. Но газеты – это труд не только творческих людей. Успешно работают на благо предприятий инженеры Паверские Фаузия Феофанова, Насима Самигулина, корректоры Айгуль Саидгалеева и Зиляра Усякулова, главный бухгалтер предприятия Флюра Бадридинова, бухгалтер Фирюза Рафикова, корреспондент по рекламе Алия Федорова, оператор Артур Азнабаев, водители Ильдар Ибрагимов и Раиль Салаватов, охранники Юрий Феофанов и Радмил Султанмуратов. Всем известно, что журналистика – это 4-я власть, и как любая ветвь власти должна соответствовать высоким стандартам. Поэтому столь важно достойно отмечать заслуги талантливых журналистов, поддерживать их преданность делу и вдохновлять на новые творческие достижения. Мы гордимся, что 3 наших коллег – Сагида Ахмерова, Насима Самигульна, Гульдар Абдуллина – удостоены почетного звания «Заслуженный работник печати и массовой информации Республики Башкортостан». Стали лауреатами районной журналистской премии имени Шагиту Худайбердина Вали Буймуратов, Гульдар Абдуллина, Айгуль Арсланбекова и Гульнас Саидбаталова. Обладателем престижной награды «Журналист года 2014» стала Айгуль Арсланбекова. Труд многих отмечен почетными грамотами Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Агентства по печати и средств массовых информаций Республики Башкортостан, Союза журналистов России и Башкортостана, администрации Кугарчинского района. В подшивках районки вся история района. Развиваясь вместе с Кугарчинским районом, районная газета становится все более интересной. Нужно отметить, что особый вклад в это дело вносят ее внештатные корреспонденты. На юбилейном вечере также отметили их важный вклад в содержание газеты. Я журналист, а что это значит? И нельзя мне, наверное, иначе не писать и не жить для газеты самой лучшей районке на свете. И пускай интернет наступает, он подписчиков не распугает. Будет жить журналистика вечно, и родная районка, конечно. Чтобы люди газету читали, информацию всю получали о районе, о Мраково нашем, как работаем, строим и пляшем. И пускай интернет наступает, он подписчиков не распугает. Будет жить журналистика вечно, и родная районка, конечно. Я журналист и горжусь этим званием. Не профессия, это призвание. Строчка к строчке заметка родится,
чтоб в газете потом отразиться. И пускай интернет наступает, он подписчиков не распугает. Будет жизнь журналистика вечно, и родная, районная, конечно. Да, это у нас вот по программе «Доступная среда», действительно. У нас, наверное, Сегодня наш район посетил четырехкратный чемпион зимних паралимпийских игр в Ванкувере, российский лыжник и биатлонист, заслуженный мастер спорта России Ирик Зарипов. В первой школе села Мраково Ирик Зарипов встретился с участниками старших классов. Здесь он ответил на вопросы, рассказал о своей жизни, о своей работе. В данное время Ирик Зарипов является депутатом Госсобрания Курултай Республики Башкортостан. С чего все начиналось? Конечно же, в один день я не стал тем паралимпийским чемпионом, не занимал сразу мировые призовые места. К этому я долго шел, был долгий путь восстановления. Сейчас я хочу поделиться своим таким жизненным путем. Родился я в городе Стерлитамаке, в простой семье рабочей. Родители у меня работали на заводе, на силикатном, кирпичный завод. Ничем не выделялись, рабочая семья. Учился в средней школе, учился по-разному. Бывали и оценки хорошие, бывали не очень. То есть был как все, то есть занимался в секции. Родители меня направляли. Сначала я занимался самбо 2 года, потом я боксом занимался некоторое время. Конечно же, играл в футбол. То есть, со спортом я был не на «вы», а так на «ты». Но не думал, что я стану каким-то спортсменом, то есть просто для общего физического развития. А после этого занимался, также ходил в школе на секции лыжные, играл в баскетбол, в принципе. И думал, в будущем также хотел пойти работать на завод, где они работали. Мне привлекали техника, думал, стану механиком, потому что когда я потом после школы учился в лицее, уже учился на механика именно. И вся техника, которая я с ней был просто на «ты», я был отличник учебы, меня все время ставили в пример в училище, и мастер все время меня с собой брал на всякие работы, в принципе, и я так хорошо учился. Жизнь совсем по-другому распорядилась. В 17 лет в 16 лет мне подарили мотоцикл, я так просил целый год, с 15 лет родители стали уговаривать, купите мне мотоцикл, какой-то этот тренд пошел, у ребят появлялась эта техника, и мне тоже хотелось кататься на мотоцикле, ездить, быть, как сказать, как ветер, потому что катаясь на мотоцикле, совсем другие ощущения, либо на машине, или мотоцикл это другое. Быть свободным, то есть это движение байкерское, это зарождалось движение у нас в Стерлитамаке, я думал, буду таким байкером. Мне купили, я был счастлив, радост. Год проездил, 17 лет, конечно же, осенью, 13 сентября 2000 года, я с другом возвращался домой, и произошла эта трагедия, произошла авария, меня сбил МАЗ, кран 13-тонный, вследствие чего я лишился обеих ног, стал инвалидом. Конечно же, 17, то есть ты вчера еще бегал, а сегодня ты лежишь прикованный к постели, то есть там было на грани смерти. Я боролся за жизнь, неделю в реанимации лежал, в коме лежал, не приходил в сознание, потом пришел. Конечно, сразу же мне никто не сказали, не оповестили, что я уже без ног. Потом постепенно стал себя приходить и уже понял, что да, случилась трагедия, и уже назад не вернуть ничего. Надо было как-то дальше продолжать жить. Уже та профессия, которую я осваивал, механика, она мне только уже была в мечтах, что когда-нибудь я смогу работать. Конечно же, это уже было нереально. Конечно же, такое прям все практически остановилось на тот момент. Я не знал вообще, что делать дальше, с чего начинать. Начинать надо со временем, конечно, я понял, просто с банального заново учиться жить, потому что я заново родился. У меня второй день рождения. Мне всегда мама звонит, говорит: привет, сынок, с днем рождения тебя. Ты второй раз родился, в сентябре 13-го. Переродился, другая жизнь пошла. Правильно, 3 месяца лежал в больнице, то есть просто заново учиться садиться, заново учиться кушать, заново учиться себя обслуживать. Это, как говорится, как новорожденный уже. То есть все заново.
постепенно это все приходило. Год проходил, когда я уже там начал себя более-менее, уже родители меня могли оставить дома. Второй год проходил, то есть где-то 2 года я так вот полностью приходил в себя и как бы переосмыслил, что дальше делать. Конечно же, учеба была уже другая, думали, может программистом стать, потому что как бы руки, голова на месте. Отучился на программиста, думал, может оператором стану. То есть такие вот мысли были, что на тот момент не было у нас никакого учреждения доступного, как сегодня. Везде у нас есть возможность. А там я ходил на курсы, там на 2-й этаж меня затаскивали, после учебы снимали. То есть, везде вот эта вот зависимость меня очень угнетала всегда и всю жизнь. Быть от кого-то зависимым, я просто, может, человек такой, сильный. Мне хотелось быть всегда независимым от кого-то. Я вот постепенно становился быть независимым от родителей, потом независимым от друзей, знакомых, в том плане помощи. Потому что я жил на 5-м этаже, потом мы переехали на 3-й, и мне хотелось выходить на улицу, никого не просить, чтобы меня спустили, и подниматься. И вот постепенно я стал заниматься физическими какими-то упражнениями, просто элементарно сам один день пошел, спустился на коляске, все удивились, что я один, без никого вышел просто из подъезда. Ты один? Да, я говорю, один. А где? Говорит, там никто не попал? Я говорю, нет. Я задом, конечно, страшно было перед лестницей, я помню. На нее смотрю, думаю, сейчас, наверное, покачусь кубарем вниз. Думаю, нет, не покачусь. Я выходил, заходил, себя как бы ломал, что смогу, не смогу, боялся. Потом развернулся, и поскакал по лестнице вниз на коляске. С 3-го этажа вот до 1-го доскакал, нормально, не упал, не перевернулся. Конечно, потом я учился подниматься. Потом дошло дело до такого, что я научился это делать. Я свободно выходил с помощью физических, то есть усилий, себя поднимаешь с коляской вместе, каждую ступеньку, борешься за каждый этот. Тоже научился. Вот это уже была победа для меня. Hürmetli тамашачылар, бына инде бары шатлыктары, куанычтары һәм юанычтары менән 2016 елда үтеп бара. Һәм ошо елды йомгаклап безнең иҗади төркем 30 декабрь көне сыккан сыгарлышты котлаулар һәм теләктәр тапшыруы дип игълан итә. Якындарыгызны, дусларыгызны туган көндәре, юбилейлары һәм шулай ук байрам менән тәбрик итәргә теләһәгез, без сезне Мурак авылы, Зәйнәп Биишева урамы 78 адресы буенча көтеп калабыз. Бәйләнеш өчен телефон 22031. Уважаемые телезрители, принимаем заявки на поздравления. Сделайте праздник своих родных и близких еще ярче. Последний наш выпуск в этом году выйдет в эфир 30 декабря. Ждем вас по адресу село Мраково, улица Зайнаб Биишевой, 78. Телефон для справок 2 20 31. Hürmetli тамашачылар, ошның менән бүгенге сыгарылышыбыз адагына якынлашты. Сезгә ныклы сәламәтлек һәм күңелле ял көндәре теләп, килә сорашкандарга тиклем хушлашабыз. Сау булыгыз. Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск завершен. Мы желаем вам приятных выходных. До новых встреч!